Салем Джастар, с вами ваша Сара Кыс. И на этот раз, как вы уже вот тут видите по названию, да, обязательно посмотрите, это Зируза Кеш. И я читала где-то, вроде на Гаку, то, что это якобы продолжение ее трилогии про любовь и про что-то еще. Может, я что-то, конечно, пропустила и не в курсе, но если что, обязательно мне напишите историю, потому что я немножко выпадаю из реальности иногда и не успеваю следить за всеми событиями. Давайте начнем смотреть. Меньше слов, больше дел. И раз, два, три, поехали. О, красная нить судьбы. Уже интересно. Лучше поцеловал бы, так интереснее было на самом деле. О боже, какая она красотка. Endi meni жылытпай Сенбеймін мен енді Сен айтсаң да түрлі ертегілер Сөнбеймін мен енді Тек ұмтыламын жарқын ертеңіме Қателерім кетті келмеске Просто я, ребят, блин. Мне хочется плакать, вот представьте, я хочу плакать. О, я ее знаю. Это же с этого, с Юфрейм. Болса да мен, дегеніме жетем Өзгерістерден енді қорықпайм Армандарды орындаймын толықтай Қателерім кетті келмеске Мен үшін айналдың елеске Жаңа өмір жолын елестеп Ендім менсізден Қателерім кетті келмеске Знаете, я сначала подумала, что это на самом деле
такой любовный, ну, в смысле, не любовный клип, а клип о любви, о нежности, там, типа, милые отношения. Но потом, блин, на самом деле у меня как бы тоже было такое, что, ну, такие моменты тоже переживала. Я прекрасно понимаю, что вообще происходит в клипе. Ну, мне кажется, все девушки, которые в возрасте от 18-17, может, даже раньше, до 25, там, не знаю, переживали такие моменты, и они понимают прекрасно этот клип. Нельзя плакать, так, хватит. В общем, суть клипа в чем? У них, значит, были замечательные отношения, все было хорошо, пока она на самом деле не стала популярной, не стала делать что-то для того, чтобы продвинуться. Получается, девушка не хотела сидеть на месте, она хотела больше славы и не хотела растрачивать свой талант. На самом деле, ну это правильно, как бы. Если молодой человек, муж, парень этого не поддерживает, то тогда зачем с таким человеком вообще жить? Зачем с таким человеком быть, если он не поддерживает ваши хобби, ваши увлечения, ваши старания сделать что-то лучшее для себя? У нас давно не 19 век, там, да, не, извините, не 20-й, где женщины ходили в паранже и им все запрещали. В общем, я еще, знаете, вот сейчас пока не забыла, скажу такую особенность, то, что в клипе я увидела рекламу BMW, рекламу Adidas, еще каких-то там кроссовок. Я, кстати, на самом деле не обратила внимания, что это за марка, но вы поняли меня, в принципе. Если клип посмотрите, то розовенькие вот эти кроссовочки, которые очень красивые. И реклама, короче, кроссовок. Извините, пришлось прерваться. В общем, я говорила по кроссовке. Но это не суть важно, потому что в клипе затрагиваются не темы, как бы, той же самой рекламы, а больше того, что в отношениях, получается, между парнем и девушкой. У меня тоже в отношениях были такие моменты, когда, допустим, я звоню, мне звонят, ну, даже не суть, не важно, кто кому, и все это замечают, все это много раз видели, когда, допустим, кто-то на тусовке, кто-то где, ты звонишь, и человек просто не берет трубку, и ты такая понимаешь, что, как бы, ну все. Как бы захотел бы, взял бы, отошел бы, ответил. Ну, у нее, видите, как в этом клипе у Зирузы были съемки, она не могла ответить, но при этом, если бы ей реально было важно, что у нее есть парень, и он ей был важен, она бы телефон держала всегда при себе и говорила бы: извините, но мне как бы надо ответить, потому что этот человек для меня важен в первую очередь, как бы не только как бы моя карьера для меня важна. Поэтому с ее стороны вот этот шаг тоже был некрасивый в плане клипа самого, да, говорю. Потом, допустим, в плане самого парня, извините меня, парни, но вы те еще шлюхи, как бы сказать, потому что по-другому выразиться я просто не могу. Все парни такие, у всех парней такое было, кто-то исправляется, кто-то нет, но у каждого своя жизнь, поэтому, девушки, будьте готовы к тому, что да, если вы встречаетесь с молодым человеком, то в любом случае на какой-нибудь тусовке он с кем-нибудь познакомится. Ну, потому что это истинная сущность мужика, и эта сущность никуда не денется. Вот так вот. Даже в Древней Греции все боги с друг дружкой давно завели детей, как говорится, и не только. Всегда были жены на стороне и так далее. Поэтому удивляться нечему. Вот, но на самом деле этот поступок, мне кажется, не настоящего мужика, потому что если ты был настоящим мужиком, извини меня, как бы ты не был обижен на свою девушку, на свою вторую половинку, на свою любимую жену, не знаю, на кого еще, ты бы не пошел знакомиться с какой-то другой бабой, которая такая, типа, тебе без проблем номерочек свой дает, и как бы это перепихон на один день. Я знаю, что меня смотрят дети, но, ребят, как бы говорю как есть, потому что мы все равно рано и поздно все взрослеем. В общем, неправильный поступок со стороны парня, мне вообще это не понравилось, вообще абсолютно никак не понравилось. Но, по сути, потом, если бы даже, ну, так поступила, она так неправильно поступила, можно было поговорить, сложить все плюсы и минусы и уже решить, нужны им отношения эти или нет. Но не расставаться, как это сделала она, или как это они оба сделали, получается, тупо просто, типа, видеть фотографии. Ну, как бы, если парень не хотел бы их показывать, он бы их не показал. Потому что парни умеют скрывать абсолютно все. Поэтому вот, что есть. Ну и сама Зируза в этом клипе, конечно же, была помешана только, на самом деле, на себе, на своей внешности, на продвижении своей карьеры. И в какой-то момент она просто забила на парня, и как бы он это понял, он это увидел, и поэтому произошла вся такая некрасивая ситуация. Поэтому, ребят, если происходят у вас такие ситуации в вашей жизни, пожалуйста, ищите компромиссы. Всегда, абсолютно всегда ищите компромиссы. Что бы ни было, вот абсолютно что бы ни было, ребят, пожалуйста, не надо сразу рушить отношения, можно сначала поговорить, решить все за и против, взвесить все, и потом уже или расставаться, или разводиться, и остальное. Потому что, ну, ошибки переосмысливают, и каждому человеку нужен второй шанс, абсолютно каждому человеку нужен второй шанс. Поэтому, ну,
давайте их, но знайте, что исход может быть такой же, а может быть и нет. Поэтому тут как бы все на фортуну возлагается. И все зависит только именно от вас, как вы этого хотите. Поэтому ничего говорить не буду. Пролистываю сейчас просто кадры из клипа и понимаю, что, ну, на самом деле это жесткий клип. И, не знаю, может быть, здесь отсылка идет именно к Зирузе и к Балашке, как мы все знаем, что они встречались, может быть, нет. Может, Зируза просто решила снять такой клип, который, ну, воссоединит в себе все, что было, как бы, со стороны она видела, или у своих друзей, или еще у кого-то, ну, или также эти сериальчики, которые вечно показывают по телевизору. Но вот такой вот очень грустный, очень такой эмоциональный клип, на котором можно поразмыслить и понять себя, и понять, надо вам это или не надо вам это, нужны вам эти отношения или не нужны. Поэтому, ребята, если такая сложная ситуация, смотрите клип, смотрите мою реакцию, делайте выводы. Вот серьезно. По-другому, как бы, тут советов нет. Или читайте литературу, которая тебе психологическая и помогает. Ну, как бы не всегда, на самом деле. Ну, конечно же, не надо слушать никаких экспертов. Меня тоже можно не слушать. Надо именно полагаться на свои чувства, на свой разум и вообще на себя. И на маму, серьезно. Потому что мама лучший советчик и лучшая подруга. И как и для парня, как и для девушки. Поэтому полагайтесь всегда на этого человека, она всегда подскажет. И родители, на самом деле, всегда говорят правду. И всегда говорят верную правду. И всегда говорят правильно. Даже на своем опыте уже давно это заметила. Поэтому будьте счастливы, серьезно. Не поступайте так, как поступил я в этом клипе. И все у вас будет хорошо. Самое главное, любите друг дружку, находите всегда компромисс, общайтесь и никогда не изменяйте. Это самое главное в отношениях. Всегда доверяйте человеку. Буду с вами прощаться. Спасибо, что на меня посмотрели. Надеюсь, вам реакция понравилась. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. Сау.